Министерство природных ресурсов и экологии представило результаты своей работы за 2020 год на итоговой коллегии ведомства. Мероприятие проходило во Дворце культуры Назрани, где также была развернута выставочная площадка. Представители бизнеса и общественных организаций провели для гостей презентацию технического оснащения и своей деятельности в области охраны окружающей среды. Хамзат Костоев впечатлился. Для начала премьер ознакомился с технической составляющей. Автомобили, оснащенные специальным оборудованием, а также многофункциональные лесопожарные комплексы, позволяющие работать в условиях тяжелой проходимости и бездорожья. Все это дает возможность еще более эффективно трудиться для сохранения лесов. У нас больше 20 единиц нанотехники. В этом году также будем стараться пополнить наш автопарк. Это сейчас которые? Таких, да. Дело в том, что в предыдущие годы у нас была проблема с техникой. Вся техника, которая находится на балансе, ей больше 15 лет. И она уже у нас сейчас на специальность, соответственно, вместо этой техники будем приобретать новую технику. Тоже год назад, когда глава ставил задачу по лесничеству. Современные методы изучения экологической обстановки, высокоэкологичная продукция и, самое главное, безотходное производство, что так немаловажно в сохранении окружающей среды. Тематическая выставка буквально напоминает, что человек – это часть экосистемы. Здесь представлены бренды, благодаря своим свойствам, известные не только в регионе, но и далеко за его пределами. Сувенирная продукция из натуральных материалов, технические новинки в области исследования состояния лесных массивов и многое другое. Серьезно хорошо, что исключительное качество. А у вас какие-то специализированные магазины есть? Или только выкаживаем? Пока только один магазин. Результаты своей деятельности представила и Ассоциация ремесленников, взаимодействующая с Министерством природных ресурсов. Здесь были продемонстрированы сувенирные изделия с использованием первозданных природных материалов, а еще методы очистки воды от нефтесодержащих продуктов, правила сортировки бытовых отходов для последующей переработки. Сегодня наша команда ремесленников подготовила несколько мастер-классов. На этом мероприятии мы старались сделать акцент именно на экологичное сырье и тематику. Отчетный период получился весьма содержательным. В рамках реализации майских указов проделан значительный объем работы. Улучшению экологического состояния региона был посвящен целый ряд пунктов. Решите выразить слова благодарности от главы республики Калиматова Махмуда Али Макшарипыча за вашу очень нужную работу. Те вещи, которые воспитывают наше подрастающее поколение, которые мы сегодня видели, именно отношение к сохранению вот этой чистоты природы нашей Ингушетии. Ведь с этих вещей начинается воспитание, любовь к природе, любовь к родине. В республике по-прежнему актуальна проблема несанкционированных свалок. Несколько крупных ликвидировано в рамках проекта «Экология». Предприняты меры по дальнейшему восстановлению земель. Региональный проект «Чистая страна» включены мероприятия по ликвидации 4 крупнейших свалок республики, а именно свалок городов Назрань, Малгобек, Карбулак и сельского поселения Нестеровское Сунжского муниципального района. Работы по рекультивации земельных участков, занятых данными свалками, необходимо окончить до 2023 года. Немалое внимание было уделено такой важной экологической составляющей, как водные объекты. До недавнего времени ряд водоемов на территории региона пребывал в плачевном состоянии. В рамках регионального проекта сохранения уникальных водных объектов в полном объеме выполнены все работы по установленным мероприятиям, а именно восстановление экологической реабилитации пруда города Назрань. Срок реализации мероприятия 19-20 год. Восстановление экологической реабилитации пруда города Карабулак Республики Ингушетия общей площадью составила работа 34,57 гектара. За разнообразие флоры и фауны Ингушетию по праву называют жемчужиной Кавказа. Многие виды животных и растений занесены в Красную книгу, а их сохранение – одна из важнейших задач в работе министерства, что было отмечено в ходе встречи. Проведен зимний маршрутный учет охотничьих животных и птиц охотничьих угодьях республики. Собранный учетный материал в количестве 109 маршрутных карточек направлен в ФГБУ, Центр охотконтроль, город Москва. Также продолжена работа по выдаче охотничьих билетов. В завершение состоялась церемония награждения отличившихся за отчетный период. Почетных грамот главы и правительства республики удостоились сотрудники подведомственных учреждений, внесшие вклад в дело сохранения окружающей среды. Хамзат Костоев, Багаудин Нальгиев, Наиб Цичаев, Вести Ингушетия.